Татарскими спортсменами сегодня никого не удивишь, а о татарской воле к победе наслышаны многие. Поэтому татар много и среди олимпийских чемпионов, и призеров всевозможных спортивных соревнований. Но мы отматываем время назад и говорим больше об истории татар. Так вот, в начале 20 века самым знаменитым спортсменом из татар был Нурмухамед Алимов, более известный как Карамалай. Алимов Нурмухамед Нагманович родился в 1892 году в Москве, в самой обычной семье. Родители перебрались в Москву в поисках заработка из села Петряксы Нижегородской губернии. Отец работал грузчиком, а мать – ткачихой. Нурмухамед тоже уже в 10-летнем возрасте подрабатывал курьером у одного купца. Работал не только в Москве, но и бывал в известном ярмарочном центре – Нижнем Новгороде. Именно на этой ярмарке подросток Нурмухамед открыл для себя красоту спортивных турниров. Он любил наблюдать за ярмарочными борцами. Татарский парень, закаленный уличным воспитанием, и сам участвовал в московских кулачных боях на льду. Во время этих боев за Нурмухамедом и закрепилось имя Карамалай. Слишком выделялся он своей смуглой кожей и темными волосами. Как ни странно, кулачные бои открыли ему путь к международному матчу по боксу. В 1911 году этот матч проходил в Москве. 18-летний Нурмухамед Алимов отправил в нокаут сильных соперников и поразил тогда многих, в том числе тренера по английскому боксу Владимира Михайловича Жукова. Он увидел в нем большой потенциал и пригласил в свой спортивный кружок под названием «Арена физического развития». Так в жизни Карамалая начались серьезные спортивные тренировки. Карамалай интересовался многими видами спорта. Бегал на коньках, поднимал тяжести, плавал, катался на велосипедах, ходил на лыжах и играл в футбол. Пожалуй, не было тогда вида спорта, который бы не покорился молодому и энергичному Нурмухамеду. Но все же основным видом спорта для него стал бокс, как тогда подчеркивали газеты, английская борьба. Особенная известность к нему пришла с 1914 года. Карамалай выиграл уже достаточно матчей и признавался сильнейшим боксером страны. Например, в июле того года он одолел своего соперника за 9 минут. В том же году представители компании «Патэ» сняли первенство России по боксу. Это были кадры из боев Нурмухамеда Алимова с Павлом Никифоровым и с Аркадием Харлампиевым. Конечно, эта кинохроника сделала Карамалая еще более известным. А в 1915 году Нурмухамед Алимов стал в Петрограде абсолютным чемпионом России по боксу. Как писали татарские газеты, он получил звание «Русия Пахлеване», то есть «богатырь России». Именно так на татарский язык переводили звание чемпиона России. Фотография 22-летнего Карамалая украшала обложку журнала «Русский спорт» в том же году. Конечно же, победы Нурмухамеда Алимова не могли оставить равнодушными и татарскую общественность. Его фотоснимки тоже публиковались в татарских газетах. В том же 1915 году абсолютного чемпиона России по боксу Нурмухамеда Алимова призвали в действующую армию. Шла Первая мировая война. Сначала он состоял в 145-м запасном полку в Саратовской губернии, позднее был отправлен на Западный фронт, в 10-ю армию. В революционный период знаменитый боксер активно участвовал в общественной жизни, был членом солдатского комитета, принимал участие во Всероссийском мусульманском военном съезде. В годы гражданской войны он уже был командиром. В советские годы Нурмухамед Нагманович Алимов занимал разные должности, но понадобились и торговые навыки, полученные еще до революции на Нижегородской ярмарке. В 1920-е годы, например, он был членом коллегии Наркомата торговли, торговым представителем ТАССР в Москве. Жизнь Карамалая была непростой и сродни боксерскому матчу и в советские годы. Некоторое время он был даже председателем Елабужского кантонного исполкома. Жил также в Узбекистане, Азербайджане, Крыму, Ульяновской области, в Татарской АСР, Ленинграде и Москве. Всю жизнь Нурмухамед Алимов старался популяризировать свой любимый вид спорта – бокс. Он стоял у истоков разных спортивных обществ, в том числе клуба «Спартак», награжден орденом Красного Знамени. Умер знаменитый боксер в 1964 году в Москве.
По словам современников, даже в свои 70 лет он выглядел богатырем, почти 2-метрового роста, необъятно широкий в плечах, смуглый, круглолицый, с большими черными глазами. Тотар Пахлеване.